Самое главное для любого заключенного, особенно политического, это, наверное, письма, а второе, да, передача. Есть у них сайт СИЗО. У них там есть списки того, что рекомендованы. Вес 30 килограмм в месяц. Мы в основном с Яной договариваемся, что она мне пишет в письме. Я ей пишу, когда у меня передача следующая. Она мне в письме пишет, что ей в первую очередь необходимо. А я там добираю всякие шоколадки, бублики, не знаю, булочки, того, что считаю, что приятно скрасить не самое простое время. Скоро за такую литературу сажать будут. Можно передавать одежду. Шахматы я пытался передать, но там они были магнитные, такие маленькие, компактные. Сказали, что ничего с магнитами почему-то нельзя. Зефир не приняли, не знаю почему. Видимо, он такой воздушный, что на нем можно улететь из СИЗО. У нее, насколько я знаю, 7 уголовных статей. Экстремизм, создание экстремистского формирования. То есть такие довольно-таки политические статьи. Если мы посмотрим, за что обвиняют белорусов, то в основном там как раз-таки 130, 361, 360, 188 это вообще у них, мне кажется, топ. А когда начались протесты в Беларуси, создали чаты каждого города Беларуси для того, чтобы люди могли между собой общаться, помогали найти заключенных, которых задержали во время мирного протеста. То есть чаты были созданы за благородной целью и делались там только благородные вещи. Обвиняют, да, что Яна была администратором чата. Яна нетерпима к несправедливости, и думаю, что именно поэтому она захотела помогать людям в такой сложной ситуации. Те, кого избивали на митингах и потом в отделах, это люди, которым нужна была помощь. Яну судят за то, что она вообще посмела хоть что-то сказать против Лукашенко и его власти. 1500 политзаключенных, их судят по политическим мотивам, потому что в Беларуси нет ни свободы слова, ни свободы мысли, даже теперь уже нет. Мы жили тут недалеко, снимали квартиру, часто сюда приходили просто вечерами посидеть, посмотреть на закат, на море, на залив. Когда были протесты в Беларуси, мне хотелось как-то помогать людям. И когда людей просто избивают, по 40 человек держат в камере для 5 и пытают на Крестина, ты не можешь оставаться безучастным, ты не можешь просто смотреть на это и как-то мимо пропускать. Я писал всякие организации, фонды, чтобы узнать хоть чем-то как-то помочь людям. Вот, и так совершенно случайно наткнулся на Яну просто на страничку в Инстаграме и написал ей. У нас как это завертелось общение, отстраненное от политических тем, и нашли очень много общего между собой. И все это общение быстро начало перерастать в что-то большее. И буквально там через пару месяцев я уже прилетел из Испании к ней в Москву, в Россию. Мы жили пару месяцев в Москве, потом я предложил переехать в Питер, потому что это мой город, в котором я вырос. И все, мы переехали вот сюда, да, на Мыв Васильевского острова. Очень сложно писать незнакомым людям. Мне кажется, даже в нынешних условиях Навальному писать просто небезопасно. В белорусской ситуации повестки надо белорусам писать. Боюсь, что белорусские тюрьмы гораздо хуже, чем наши. В целом они не могут рассказать, как там все на самом деле, и никто этого не узнает. То, что рассказывают, то, что там с девочками делают в колониях, это, конечно... Там одна девочка написала маме письмо о том, как ее месяц просто каждую ночь приходили и неистово избивали. Просто потому что пресс-хату ее отправили, и все.
политических-то, да, наверняка он сплюсует. Мне кажется, даже не так жестоко, как там это делают. Значит, я не надо отправлять котов. Ну, можно котов, можно животных, в целом любых каких-нибудь. Вон коня. Коня у него нет аллергии. Тут Путин практически сидит, не надо. Лучше бы он, конечно, в другом месте сидел. Надо вот теперь вот так положить, чтобы он не смотрел. Ой, а можно с Мишкой, пожалуйста? Спасибо. Похоже на енота, поэтому отлично вообще. О, а что у вас за еноты? Я енот, поэтому... Ну, По гороскопу? Типа того. По прозвищу на всех рабочих местах меня везде енотом называли. Поэтому Яна рисует мне енотов. Мне больше нравится вот это. Люблю тебя за то, что тут сидят в российских СИЗО. Ну и люблю тебя больше, чем ОМОН Дубинки. Это, конечно... Я знаю об огромном количестве заключенных, репрессированных людей в Беларуси. Белорусы страдают в том числе от российского режима тоже, потому что вряд ли Лукашенко бы столько времени в власти продержался без поддержки России. Ну, это очевидно, по-моему. И получается, что в каком-то смысле репрессии, которые были и продолжаются в Беларуси, это и какой-то след участия России в них. Поэтому, ну, хорошо было бы какую-то тоже солидарность тут проявить и не забывать про них. Мы думали, что завтра у Яны будет последний день, когда она будет в СИЗО, но, по всей видимости, сегодня ей будут продлевать меру пресечения еще на 3 месяца. Генпрокуратура России удовлетворила запрос Беларуси на экстрадицию по уголовным статьям, связанным с социальной враждой или что-то такое. Потому что 60-е были оттепели, все прочее. Одно ваше. Зачем? Нам этот опыт. Я думаю, что его Женщина, пройдите на эту сторону, пожалуйста. Яночка! Объясните, пожалуйста, закрытое, открытое заседание, что происходит? Сейчас я узнаю все. И вам скажу. Просто людям поможете зайти, я не пресса. Сейчас прокурор зачитает, я все узнаю у судьи и вам скажу. Хорошо? Фото-видеосъемка запрещена. И еще можно 4 человека запустить, помимо близких людей гражданки. Какие обоснования того, что процесс вообще закрытый? Ведь есть ограниченное количество. Он не закрытый. А как же он не закрытый? Нет, он закрытый. Нет. Грудь, да, чтобы было распахнуть, чтобы было видно. Вот это. Я так слышу. Надеюсь, потому что... Почитайте федеральный закон, пожалуйста. Я читаю законы и я вижу, что как это союз. Мой 118. Ознакомьтесь, с ним, должен выполнять требования. Дальше, пожалуйста. Я никому не мешаю. Дальше, пожалуйста, пройдите. Пожалуйста. Продление меры пресечения в виде содержания под стражей до 31 июля 2022 года. Это правомочно нас просить выйти туда? Мама, они тебе скажут, что все правомочно. Нет, я спрашиваю. Яночка, держись! Яночка, держись! Я не умею тихо говорить. Если не кричать, то она и не услышит. Поведение в здании суда. А есть правила? Если не кричать, она не услышит. Я понимаю, я вас понимаю. Мы люди Поверьте, я не понимаю, я понимаю вас как никто. Взываете. Мы выражаем эмоции, которые нам Я понимаю, запрещают но я выражать, попросил за что-то понимаете? человеческое. Мы никого не Мы ругаем. понимаем, что вы на работе. Но вы же понимаете, что вы тоже нарушаете закон, лишив нас возможности стоять там, где мы хотим, не где вы нас кладете сюда. У тебя сейчас шара. Кто меня шарахает? Инсульт?
39-е правило применяется в отношении экстрадируемых лиц, которым в стране, куда их могут экстрадировать, грозят пытки или иное бесчеловечное отношение. Соответственно, когда нам будет известна неминуемая дата выдачи Яны в Республику Беларусь, мы попытаемся у Европейского суда по правам человека в рамках 39-го правила получить обеспечительные меры о запрете выдачи Яны в Республику Беларусь. Спасибо. Спасибо. До свидания. Все, что происходило до, это абсолютно обнулилось. У тебя постоянная паранойя, у тебя чувство одиночества. Тебе кажется, как будто бы ты мог что-то исправить. В первую очередь, ты же самый близкий человек, и ты несешь ответственность. И когда у тебя забирают твое родное, твое близкое, ты, конечно, чувствуешь себя виноватым. Но потом ты начинаешь копаться в себе и не можешь ответить себе на вопрос, а в чем я виноват. Ты хочешь немножко выдохнуть, но понимаешь, что ты не можешь этого сделать, потому что ты выдохнешь только тогда, когда все-таки тебе удастся спасти своего партнера, свою вторую половинку. На данный момент ты в постоянном напряжении находишься, как атлант. Вот атлант расправит плечи в тот момент, когда Яна выйдет на свободу. У нас есть 39-е правила, есть ПЧ, но все мы видим, что происходит в мире. И как бы Россия вряд ли будет прислушиваться к постановлениям ЕСПЧ. Но пока есть возможность бороться, действовать и верить, главное верить. Ужасная фраза в России, она существует. Верь в лучшее, готовься к худшему. Ну вот так. Ну что, кольцо на палец, да? Сегодня оденешь? Уже надежу. Заранее не отбивают никак. Ну, когда, конечно, с Яной сказали, что собираетесь там пожениться, да, любую необычную свадьбу можно было, конечно, себе представить, но настолько необычную в таких обстоятельствах. Нет, зато можно будет хвастаться, что ни у кого такой свадьбы не было, все закатывают что-то в рестораны, вот эта английская набережная, голубей отпускают. У вас вместо голубей сотрудники? Да, все на России. Ну, как судья сказал тогда, да, неустойчивые социальные связи, да, в стране у человека. Хотя она живет тут уже 4-й год, да, работает, и много друзей, родственники. В заведении общественного питания же работаю, и очень много людей, с кем приходится общаться. Огромное количество наших сограждан даже не в курсе того, что происходит. Да, то есть кто-то приходит гулять по Невскому проспекту, идет мимо того же гостиного двора, и там, собственно, происходят какие-то митинги, да, движения, много людей, кто-то протестует. И они даже не понимают, на какую тему протест. Нормально. Зашел в СИЗО, как обычно, все забрали. Пауэрбанк, часы, наушники. Я не знаю, что я мог там сделать наушниками или пауэрбанком. Может, поджечь что-то, я не знаю. Спички. У меня был коробок спичек с одной спичкой. Они говорят, зачем вам спички? Я говорю, что я себе сделаю? Скажите, со спичкой с одной. В итоге все забрали, прошли. Перед нами одна пара расписывалась. Им больше повезло, потому что пока к ним комнату готовили, пока готовили все документы, у них было дольше времени. Еще они перепутали документы. Типа, Яна фамилия Пинчук, а там какая-то тоже на П. Принесли не те документы. Потом они такие, где паспорт? Я говорю, паспорт у меня. В итоге суматоха какая-то начинается. Паспорт у меня, ее забрали. Привели ее, и уже вот она заходит, вот так у нее руки за спиной по привычке. Но без наручников, просто их вот так водят. Ну все, я подбегаю, расхватываю руки, такой, начинаю обнимать. Ну и все, пока вот сотрудник ЗАГСа готовил эти документы, у нас было время там пообниматься, пошептаться. Да все очень быстро прошло. Я думаю, это вот так вот, как и в целом свидание. Тебе кажется, что тебе дают час, а он пролетает минуты за 3. Да, поэтому... Ну, вот. Поздравляю. Вот. Так что да, теперь женатый человек.
официально. Кольцо нельзя оставлять, не знаю по каким причинам. Я думаю, у них в целом все эти бижутерию, драгоценности отнимают, сережки. Я не на кольцо, вот мы договорились, что повешу на шею, буду носить на цепочке на шее. Я планировал, что мы распишемся в Испании, где-нибудь на берегу Средиземного моря. Я хотел еще везти Яну в Испанию и там пожениться, и чтобы еще за счет этого она смогла получить вид на жительство в Испании, как супруга человека, имеющего вид на жительство. Но в наши планы вмешалось белорусское правительство. Я думаю, что мы уже перепрыгнули сценарий Беларуси. В Беларуси это все было в лоб и более грубо. У нас это все более изощренно и хитрее. Всю историю России нас считали оккупантами в Эстонии, в Латвии, в Польше. И мы только-только начали уходить от вот этого момента, что русский – это оккупант. И вот мы снова возвращаемся в эту колею, даже не выйдя из нее окончательно. И мне очень горько то, что я не смогу приехать в Украину, и, скорее всего, мои дети не смогут туда приехать. В 2014 году мне было, 15-16 лет. Я не осознавал всего происходящего, и когда я начал понимать, что из-за тех действий, которые происходили там, я не могу поехать навестить свою подругу в Украине, я стал задумываться. И сейчас все то, что происходит, это ужасные и мирные люди не должны... И вообще даже не мирные люди, не солдаты, что с одной стороны, что с другой, не должны погибать за чьи-то интересы. Хотя бы лично, конечно. Так надо делать, что сегодня. Да. Ой, а мои не видели. Встречались на суде у Саши. Да? Прости. Нет, я вообще не умею рисовать. Съемка запрещена в зале судебного заседания. Во время заседания Мы говорили о том, что есть гуманное основание для отказа. Это риск подвергнуться пыткам или иному бесчеловечному обращению. О недостаточности гарантий, которые предоставляет страна, требующая ее выдачи. И, собственно говоря, о том, что проверка была проведена неполно, потому что есть информация на официальном телеграм-канале МВД Республики Беларусь о том, что уже по этим преступлениям задержано иное лицо, и оно, более того, дало уже правдивые показания. Прокуратура сказала о том, что именно по отношению к Пинчук Яне эти пытки не будут применены, потому что белорусская сторона дала гарантии о том, что все права будут соблюдаться. Еще в 2017 году Верховный суд Российской Федерации сказал, что если имеется какая-либо информация в виде докладов, тех же самых от различных правозащитных организаций, о том, что происходит массовое нарушение прав человека на территории того или иного государства, то просто гарантий, как их предоставляет это государство, требующее выдачи, являются недостаточными. К сожалению, Россия даже не прислушивается к 39-му правилу ЕСПЧ. Белорусов высылают на пытки и бесчеловечные отношения в Республике Беларусь. То, что делает правительство Беларуси в отношении белорусов, это настоящий ГУЛАГ. Мы не ожидали другого исхода, потому что мы понимаем, что система судов, что в Беларуси, что в России, она примерно одинаковая. В Беларуси, конечно, намного хуже. Но у нас, видимо, учатся по опыту Беларуси и пытаются соответствовать. Когда
Яну перевозил в Петербург, я думал, что я ей не город покажу. Прекрасный Питер, особенно летний, с мостами. Оказывается, Яна мне Питер показала. Я до этого ни разу в прокуратуре Василеостровского района не был. Не был в 4 судах, в которых я побывал. Не был в СИЗО. И лучше бы я, конечно, там и не оказывался, но зато вот такой вот экспириенс у меня появился. Экстрадицию удовлетворили. Все-таки была надежда, что какое-то все-таки благоразумие и гуманность, и в первую очередь законность действий будет соблюдать Генеральная прокуратура. Была надежда, понятно, что она была такая, какая-то где-то необъятная. По крайней мере, в России правозащитные организации хоть и давят, уничтожают, признают иностранными агентами, им пока еще дают работать. В Беларуси все НКО, все организации полностью ликвидированы. Адвокаты, безусловно, будут нужны, но все хорошие адвокаты, которые помогали политзаключенным в Беларуси, лишены лицензии. Некоторые сидят в тюрьмах, как и правозащитники. Поэтому Беларусь такой концлагерь на территории Европы, в самом центре ее.